Команда КамАЗ-Мастер одержала очередной триумф на престижной гонке «Ралли-Дакар». Победа стала возможной только благодаря осетину Андрею Каргинову. На своем железном коне пилот проделал путь более чем 9000 километров. Мы следили за гонкой в режиме онлайн. Напрямую гонку нельзя смотреть, а вот прохождение точек, значит, участниками, мы могли наблюдать, значит, сидя у компьютера. Гонка была довольно-таки продолжительной, вам, наверное, это известно. Она длилась в течение 2 недель. Да? Вот в этом году впервые появилась такая техническое новшество. За дым должны были штрафовать. Надо прямо сказать, что его соперники боялись еще по прошлому году, когда он, ну вот был репортаж ваших коллег, когда он на 3 колесах финишировал, сломанной ногой ехал, тем не менее он дырой оставил позади. Поэтому его, в принципе, опасались. В прошлом году Каргинов уже входил в тройку сильнейших Дакара, но ему немного не повезло. Из-за прокола колеса ему пришлось ехать до финиша около 10 километров, всего лишь на 3 колесах. Как результат – 3-е место. Не обошлось без приключений и в этот раз. Каргинов принимает решение помочь своим китайским коллегам, чей джип перевернулся прямо на пути экипажа. Время, потраченное на помощь, судьи честно компенсировали команде. Ощущения непередаваемые, особенно когда получился такой великолепный результат за счет более правильного вождения или еще как-то. То есть там, где соперник сбрасывается на ямах на каких-то, у нас машина позволяет их проезжать на более большей скорости. Я бесконечно рад и счастлив, что мой отец Северной родом. У меня бабушка с дедушкой, это родители отца, родились в Алагире. Вот, они там же захоронены. Я очень часто, раньше, когда было больше времени, было больше отпусков, я очень часто приезжал на Владикавказ. Я очень люблю и уважаю осетинский народ. И мне очень приятно, что оттуда очень сильно ощущалась поддержка всех болельщиков из Северной Осетии, из Владикавказа.